За право представлять большую и малую родину на престижном чемпионате среди силовых подразделений планеты этим юношам пришлось пройти серьезные испытания. Жесткий отбор в сборную Чечни позволил выявить самых лучших, докладывает Рамзану Кадырову помощник главы. По словам Даниила Мартынова, оценивались не только физические данные, но и стрессоустойчивость, психологические пороги, а также умение работать в команде. Кандидаты в сборную в количестве 16 человек попали из следующих подразделений. Это ОМОН, СОБР-Терек, полк «Север», полк имени Ахмад Хаджи Кадырова. Подготовка началась в период с октября по настоящее время, велась непрерывно. На все время подготовки все члены сборной были полностью укомплектованы всем необходимым снаряжением, вооружением, экипировкой, боеприпасами и питанием. Все были полностью освобождены командирами от несения службы и занимались только тренировочным процессом. Проводили глубокое медицинское обслуживание вплоть до томографии и всего остального. Также проверяли силу рук, ног, силовую выносливость, скоростную выносливость. А также сборная проходила полное психологическое обследование на соответствие высоким требованиям кандидатов. Процесс подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Иордании, разбит на 3 этапа. Базовые ребят знакомились с новыми видами оружия. Горные бойцы привыкают к тяжелым физическим нагрузкам в высокогорье. И финальный, когда сборная должна выехать непосредственно на место проведения соревнований. Это способствует акклиматизации бойцов и дает возможность свериться силами с лучшими командами мира. Считаю, что команда очень серьезно подготовлена. Команда за время проведения тренировочных сборов проявила себя как один единый сплоченный организм, который способен выполнять задачи самой серьезной, высокой сложности. Единственный минус – это отсутствие соревновательной практики, который мы будем возмещать в финальном этапе подготовки. Чеченские бойцы всегда отличались силой духа и отвагой. Тем не менее, ребята не должны терять ни минуты зря, отмечает Кадыров. Только отточенное мастерство и командная работа помогут нашей сборной одержать победу. А другого результата мы и не ждем, заявил глава Чечни. Действительно, есть хорошие показатели, есть уже совсем видно другой уровень. Но это только начало, я думаю. Поэтому мы решили так, чтобы пораньше выехать в государство Иордании, чтобы там получить дополнительные навыки, чтобы вы действительно достойно представляли Чеченскую республику, наше государство России. Мы знаем, что по духам мы сильны. Кто много работает, вот, умственно, физически, морально, духовно, тот выиграет везде. И в бою выиграет, там, и в спорте, и везде. Поэтому мы действительно надеемся на вас, и вас выбрали сильные, там, подготовленные специалисты, которые с вами работают. Это наши инструктора, наши друзья, которые приехали ради того, чтобы поднять уровень боеготовности и чеченских спецподразделений, и российских. Мы очень много вкладываем на это последнее время средства. Мы уже, вы знаете, строим центр учебный. Там будет все условия для того, чтобы к нам приезжали, чтобы мы проводили такие там чемпионаты, которые вы будете участвовать. Если вы выехали, если вы выбрали, то должны до конца выложиться, до конца. И поехать, участвовать, приехать, это не по нам. Вы представляете наш народ, наших бойцов, которые с вами вместе прошли, проходят службу и видели все. И на вас будет смотреть как россиян, потом как кавказцев, потом как чеченцев, и потом по отдельности. Вы должны днем и ночью работать, как работали дома, и больше. Я знаю, что вы все можете, потому что Даниил Васильевич с вами очень много поработал, вы прошли все обследования, и ваш организм мы изучили каждого персонально, и мы знаем, на что вы способны, а у вас способность есть, поэтому вы прошли это, так сказать, первый этап. Рамзан Кадыров напоминает, бойцы представляют на мировом уровне Россию, потом Кавказ и Чечню. Среди 30 государств показать лучший результат будет нелегко, говорит он. Но силовикам, победившим терроризм, это по плечу. Единственное государство, точка, которую выиграли у ваххабизма, террористов. Знаешь. Ваххабизм это начали еще во времена пророка, саллаллаху алейхи, и они будут, сказал пророк. Мы их уничтожили, мы им дышать не даем в этом регионе. Это благодаря именно вам. Поэтому сейчас в бою это
одно, а соревнование совсем другое бывает. Там придуманное все, а в бою бывает, знаешь, вот это как сложилось, там, знаешь, как ты себя повел, так и там ты можешь там, вести себя. А там расписано вот так, вот так, вот так, вот так, поэтому очень трудно бывает. Наоборот, в бою легко. Поэтому вот здесь сложность в том, что вы должны командно работать. Не один там пошел, там, а все вместе. Там. Ну, то же самое в бою, а в соревновательных условиях там, вы должны именно выполнять определенные там, значит, задачи. И каждый должен не как хочет действовать, а как должен там, профессионал. Поэтому я желаю вам удачи. Там будут представлены почти все государства. И основные, так скажем, бывают всегда. Это Америка, Китай, Европа. Там. Поэтому нам отдельно от России будут представители. И нас пригласил король. Сам король пригласил, зная наш дух, обычаи, семью короля, их хашемитского, не раз спасали чеченцы. Единственный чеченец, дважды герой Иордании. И его приглашали, вы знаете, когда враги, так скажем, мусульман забрали Каабу. Наш чеченец разработал сам стратегии и полностью освободил Каабу. Это исторический момент. И вы, знаете, вот даже представляете его тоже. Поэтому да, Сборную Чечни в ближайшее время ждет путь в Хашемитское королевство, где в апреле состоится чемпионат мира среди силовых подразделений. В соревнованиях Россию будет представлять также и сборная страны, но чеченская команда примет участие в престижных состязаниях по личному приглашению короля Иордании Абдаллы II. Эсмина Гацаева, Мурат Эльбукаев, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.